Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», театральный критик, куратор специальных программ театра Галиаскара Камала Нияз Игламов. Нияз Здравствуйте. Рауфович, здравствуйте. Здравствуйте. Нияз Рауфович, вот вы не только театральный критик, но вы и театральный историк. Скажите, пожалуйста, вот как так получилось, что вот именно театральное искусство стало неким таким мерилом прогресса? И как вот татары первыми среди мусульманских народов вошли в это театральное искусство, несмотря на то, что были жесткие каноны ислама? Ну, я думаю, что надо все-таки определить не среди мусульманских народов, а среди мусульманских народов России. Царской России. Да, естественно, потому что... И даже здесь не совсем правильно, потому что все-таки у азербайджанцев, которые тогда входили, и у крымских татар театр возник несколько раньше, чем у нас, у татар поволжских. Скажем, театр арабского мира возник в 60-е годы 19 века, турецкий театр чуть раньше. На самом деле, про театральные формы, почему мы можем все-таки считаться театром с гораздо более ранней историей, про театральные формы, они существовали еще в эпоху Великого Болгара, и сказители чечены, и чеченнер, и площадные театральные действия, они были и в эпоху Казанского ханства, и Золотой Орды. Единственное, что, конечно, очень мало об этом каких-то свидетельств, но просто в то время этому не придавалось такого значения. Театр той эпохи, средневековый театр мусульманских стран, он не рассматривался как искусство. И вообще к искусству было такое достаточно утилитарное отношение. Оно определялось прежде всего, насколько соответствует канонам религии ислама и насколько не соответствует. Поэтому я бы не сказал, что самый ранний театр, но очень многие вещи впервые произошли именно на территории нашего театра. Ну, во-первых, первая женщина-мусульманка, актриса, это Сахибджамал Гизатуллина-Волжская. Мы говорим, да, что турецкий театр, но у турок играли гречанки, у азербайджанцев играли армянки, женские роли, или травестировали мужчин женские роли. А у нас вот с самого начала зарождения первой татарской труппы «Саяр» все-таки взошла на подмостки звезда такой очень мощной величины, о которой и Тукай сочинял стихи, и вообще все современники были впечатлены ее игрой и ее талантом. А потом вслед за ней тут же потянулись и такие выдающиеся актрисы, как Гульсым Болгарская, как Ашраф Синяева, первая профессиональная татарская актриса, которая получила образование в студии при Александринском театре еще до революции. Поэтому очень многие вещи, например, первая пьеса татарская опубликована в 1887 году. Это издательство Казанского университета на арабском языке, то есть, соответственно, она прошла цензуру в Петербурге. Тогда без этой цензуры невозможно было что-то опубликовать, «Несчастная девушка». А через год появилась вторая пьеса другого автора «Против несчастной девушки», вступающая в полемику вот с этой первой пьесой. И к концу 90-х, к началу уже 20 века было написано более 2 десятков пьес. Это и Гаяс Исхаки, и первый драматургический опыт Галиаскара Камала, и ряд других авторов, Идрис Богданов, там, например, и, которые сегодня не так на слуху, просто потому что их пьесы имели какое-то определенное конкретное историческое значение и не перешли в разряд классики. Однозначно среди всех театров, национальных, вообще всех театров Советского Союза, первым статус академического получил наш театр в 1926 году вместе с театром Вахтангова. То есть тогда это назывался вторая студия МХАТ театр, но неважно. Сейчас он носит имя Вахтангова, один из самых известных в России театров. Поэтому, конечно, у нас было очень много наработок, и самое главное, это театр европейской модели, потому что тот театр, который строили турки, тот театр, который строили арабы, он, в общем-то, был европейской модели. И турки очень много переводили Мольера, у них вообще было очень заметное французское влияние в XIX веке. И, скажем, наш Галиаскар Камал тоже с турецкого переводил на татарский переводы комедии Мольера, Скупова вот он перевел, и ряд других. Поэтому, на самом деле, мы же не считаем, вот узбеки, например, всегда считал, что в Узбекистане узбекский театр возник в 19 году. Ну, это, то есть, в советские годы считалось. Потом они сказали, нет, давайте с момента после обретения самостоятельности, давайте мы будем считать с 15 года, с момента публикации первой пьесы на узбекском. Понимаете, если мы захотим, мы можем пролонгировать нашу историю. Кроме того, касаясь темы будущего нашего сегодняшнего разговора, на самом деле очень долго, в советские годы, и до сих пор мы отмечаем день рождения татарского театра 22 декабря 1906 году, состоялся первый публичный спектакль в Казани. Но на самом деле за год до этого в Оренбурге уже произошел первый татарский спектакль, общедоступный. Другое дело, что
Казанский спектакль получил все разрешения, а Оренбургский немножечко так полулегально был сыгран. Тем не менее, в советское время всю деятельность, всю культуру татарского народа пытались связать только с ТССР. Что, конечно, очень сильно ограничивало, и плоды чего мы до сих пор пожинаем, потому что татары жили и продолжают жить на территории всей России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Но тогда, конечно, ареал был немножко иной, но и в Казахстане, и в Узбекистане тогда это была одна страна СССР. И, конечно, отсутствие национальных школ, конечно, отсутствие национальных театров. Ведь смотрите как, татары вообще очень театролюбивая нация. Редко можно встретить такой интерес у народа, у масс народных к театральному искусству. Как только произошла революция, по всей стране, в первую очередь в Москве, в Ленинграде, в Астрахани, в Симбирске, тогда еще даже не Ульяновске, стали стихийно возникать так называемые народные рабочие театры татарские. Именно татарские, да? Абсолютно татарские, Несмотря на конечно. российские регионы. Ну, как российские? Это советские были. Это было РСФСР, это была совсем другая страна. СССР, РСФСР. И, тем не менее, все это было. В 20-е годы это цвело пышным цветом. И, например, Гази Сайдарский возглавлял рабочий театр в Москве татарский. И его супруга там работала, Сара Садыкова. То есть, понимаете, да, это уровень весьма профессиональный. Карим Тинчурин 2 года провел в Астрахани, руководя татарским рабочим там тоже театром народным. Тогда ведь, понимаете, границы между профессиональным и народным искусством, они были не так очевидны, как сегодня. Высших учебных заведений не существовало. Все актеры первого призыва — это самоучки талантливые, гениальные, как Кариев, как Зайни Султан, как Муртазин Иманский, как Карим Тинчурин. Они же нигде не учились. Единственное, у них был талант, и они действительно ориентировались на лучшие образцы европейского и русского театра. Потому что, конечно, татарам повезло в том плане, что русский театр в начале 20 века вышел на передовые позиции в мире. В 1907 году, например, наша труппа «Саяр», они играли такие, в основном татарские, русские переделки, всякие комические водевили одноактные, достаточно примитивные по форме и малосодержательные. А в 18 году они ставят «Вишневый сад» Чехова на татарском языке в мизансценах Станиславского. Так тогда делали передовые провинциальные театры России. Все понимали талант Станиславского. Люди, просто не было своей режиссерской школы, не было своей режиссуры. Люди приезжали, ходили на спектакль МХТ тогда, да, и, значит, смотрели, перенимали какой-то опыт и ставили примерно так же, то есть в психологическом ключе. Мы не знаем, ни одной рецензии не сохранилось. Дело в том, что «Вишневый сад» Кариева — это, собственно, последний спектакль. После этого произошли знаменательные события, да, 18 года в Казани. Город был занят белочехами, пропал золотой запас России, был расстрелян Муланур Вахитов и ряд других деятелей, понимаете. И все эти труппы, они просто распались и разбежались, кто куда. Они бежали от революции, они бежали от гражданской войны и создавали новые труппы. Кто-то, как Кариев, попал в армию Колчака и работал там для татар. Кто-то, как Карим Тинчурин или там Сахибжамал Гизатуллин-Волжский, попали на территорию красных войск. Они всегда служили не какой-то идеологии, они всегда служили основатели нашего театра, они служили искусству, они служили народу. И поэтому обвинять или говорить, вот эти были за красных, эти были за белых, это все такая глупость на самом деле. Они просто работали для своих соплеменников, которые, как и все жители переходного периода от Российской империи к Советскому Союзу, они были по обе стороны фронта. И сегодня мы об этом, конечно, должны говорить с одинаковым уважением в силу ряда обстоятельств исторических. Мне здравствуйте, скажите, вот вы говорите, что даже в Омске был, да, рабочий татарский театр. В Орске, в Омске. Это говорит о том, что... Челябинске. Ну, раз театр есть татарский, значит, туда ходят люди, значит, они знают язык, значит, нация тогда еще владела языком? Естественно, владела. Я вам больше скажу. Вот у нас проходит такой фестиваль «Идельерт» в Казани. Это фестиваль народных театров. Они существуют по всей России. То есть у нас есть один блок, это региональные театры Татарстана, то есть Актанеш, Муслимова, там Рыбная Слобода, допустим, и все районы. А есть один блок, связанный с регионами. И даже из Южно-Сахалинска до сих пор приезжают, значит, коллективы. В Ульяновске очень стабильно и крепко работает театр. В Екатеринбурге, в Пермском крае. Поэтому и сегодня это так. А тогда уже вообще вопроса не стояло о языке. Ведь что расшатало наш язык? С одной стороны, переход на янолив. С другой стороны, переход на кириллицу. То есть огромный пласт татарской культуры, связанный с литературой на арабской графике, он был фактически... как это сказать по-русски, да, народ был от него оторван. То есть то поколение, которое не училось до революции в мектебах и медресе, оно, в принципе, уже не могло читать.
и это уже люди, рожденные в 20-е годы, они уже, конечно, были оторваны от этого пласта культуры, от религиозных трактатов, от мистических трактатов, от поэзии великой, от суфийских каких-то трактатов, от огромного количества того, что составляло, в общем, мощь и силу татарской культуры. Почему, собственно, поволжские татары и занимали такое центральное место среди всех инородцев России в эпоху империи. Ведь не случайно вы говорите, именно у нас театр достиг такого расцвета, именно у нас. И здесь не повод для гордости, это всегда не повод для гордости, когда ты говоришь, что это вот у нас такое развитое театральное искусство, литература. Это мера ответственности. То есть на нас лежит большая доля ответственности перед нашим народом, перед братскими народами. Потому что, безусловно, то, что сегодня пишут татарские драматурги, это также актуально в Казахстане, например, в Узбекистане, в Башкортостане, в Чувашии. У нас везде идут, в Мариэл идет там старик из деревни Альдермыш до сих пор, да, понимаете? Ильгиз Зайниев идет, Зульфат Хаким идет, в Мариэл, да, то есть финно-угры вообще не тюркские народы, да. Поэтому эта мера ответственности о нас, она лежит, мы должны ее очень четко для себя понимать, осязать, и для того, чтобы работать и двигаться дальше. Кроме того, вы же понимаете, татарский народ в Российской империи существовал в условиях сегрегации. То есть он фактически, не было ни смешанных браков, не было практически, я сам коренной казанец, уже не в первом, далеко не в первом поколении, и вот мой, как бы, Туан Нигизамином, да, вот мой родной дом, отчий дом, это сейчас музей Каюм-Насыри, потому что мой прапрадед Бадыр Мазин, это был как бы человеку, это был двоюродный брат, племянник Каюм-Насыри, и последние десятилетия своей жизни Каюм-Насыри как бы жил там, и моя родная прабабушка, когда он уж совсем ослаб, перед смертью кормила его. Он сам не мог есть, она кормила его, эта ложечка серебряная, она хранится у нас дома, это как такой, семейный раритет. Татары жили здесь, в Забулачном районе, Старая Слобода, Новая Слобода. Они не смешивались с русским населением практически, контактов даже внутри Казани было очень мало, тем более культурных. Ну что вы хотите, на Центральном парке висела табличка «Татарам и музыкантам вход воспрещен». После революции 5-го года постепенно все начало меняться, но, к сожалению, настигла другая революция нас. И, конечно, находясь в центре России, какая у нас могла быть другая планида? Я недавно только отжурил, был председателем жюри, и Дельерта смотрю, в других регионах, не только, а уж какие в Татарстан, народные театры. То есть есть народные инициативы снизу театральные. Кроме того, существуют, функционируют 12 профессиональных татарских театров. Один из них расположен вообще в селе Большая Тня. 3 из них расположены за пределами республики. Это в Уфе, Туймазах и в Оренбурге. 2 из них расположены в городах с населением меньше 20 тысяч, это Буинск и Мензелинск. 2 из них расположены в крупных очень городах, Челны и Нижнекамск, да, таких столицы автопрома и нефтехимии. Поэтому как бы, рано нам себя хоронить. По крайней мере, в театральном смысле. Скажите, а на какие все-таки спектакли сегодня идут современные зрители? Насколько им интересно то, что ставят сегодня театры? Должна ли меняться как-то идеология? Должны ли вообще театры соответствовать вкусу и требованиям современного зрителя? Конечно, должны. Причем надо понимать, что современный зритель — это не только какая-то продвинутая татарская молодежь, это и бабушки в белых платочках, это и просто люди с очень простых рабочих профессий, интеллигенция национальная. Театр должен быть сегодня разным, репертуарный театр, и он таким является, по сути. Нельзя увлекаться лишь одними экспериментальными постановками, тоже нельзя только одну классику давать постоянно. Развивая современную драматургию, нельзя не ставить основной массив нашего театра, структуру нашего репертуара уже долгие годы, начиная с Салимжанова, она складывается как минимум на 50% из произведений современной драматургии. Да, они где-то слабее, чем произведения предыдущих эпох. Всегда, знаете, у человечества вообще, у татар в частности, есть некая такая привычка смотреть в свое прошлое и искать там золотые страницы. Никто почему-то не хочет жить настоящим и смотреть в будущее. Вот раньше мы были великие. Сколько можно уже размазывать эти сопли по столу и говорить, какие мы были великие в эпоху Золотой Орды и Казанского ханства. Все. Давно уже не так. Мы полтысячелетия живем совершенно в иных условиях. И наше величие в том, что мы сохранили свой язык, свою культуру, свои обычаи, свою религию и все, что связано. Самый главный — национальный культурный код.
Мы сохранили менталитет. Как можно быть еще более великими в тех условиях, в каких мы пребываем? Поэтому, мне кажется, вот это все это... У нас есть определенные деятели национальной культуры, которые могут петь только тризну, могут только грустить, могут только говорить о том, как все плохо. Я тоже вижу какие-то недостатки, я тоже вижу проблемы. Их много, но лично я как бы считаю, что... Проблема для того и существует, чтобы ее как-то решать, а не для того, чтобы скорбеть по ней и никак с ней, значит, не пытаться взаимодействовать. Скажите, а все-таки сегодня театр какие воспитательные цели все-таки преследует? И что касается именно национального вопроса? Театр всегда преследует только одну цель воспитательную – это эстетическое воспитание зрителя. Этики театр не учит. Это невозможно, это неправильно. Это дидактический подход. Он себя давным-давно не оправдал. Мгм. Понимаете, если бы... Ну, театр, как правило, показывает людей в сложных ситуациях, в ролевых структурах, показывает, как можно выйти из этих ситуаций, как, значит, не допустить. Если бы люди, к сожалению, впрямую выносили жизненный опыт из просмотренных спектаклей, фильмов, книг, то все бы Было бы пили проще. кипяченую воду, да, никто бы не изменял мужьям и женам, никто не обижал бы детей, не было бы алкоголизма, не было бы наркомании, не было других социальных пороков. Понимаете, к сожалению, это не так. Театр может заниматься только эстетическим воспитанием. Он учит красоте, с одной стороны, с другой стороны, он учит эмпатии, то есть сострадание к ближнему, да? Он развивает эмоциональный спектр восприятия у человека. Человек, который часто ходит в театр, в отличие от того, кто совсем не ходит или ходит редко, он не более интеллектуален, он не более добр, он просто более, у него более развита картина воображения, у него очень развит именно, да, вот этот фактор сострадания, фактор отношения к другому как к своему. Это очень важно. Именно поэтому театр во всех существует цивилизациях. В тех или иных формах он существует у всех народов. Просто потому, что без театра нельзя. Театр гораздо важнее, чем экономика и политика, на самом деле. Ну а как-то так получилось? А Смотрите. национальный Мгм. театр, вот когда я говорю о красоте, он учит красоте Национального национального языка? идеала. Национального идеала. Я в Мгм. целом беру. Естественно, Мгм. национальный идеал, мужской, он, женский, национальные какие-то тематика, она вся раскрывается посредством национального языка, разумеется. И татарский театр здесь, конечно, не исключение. Ну, все так театры, по идее, должны существовать. Но это очень грустно. Мы видим, как умирают театры финно-угорской, прежде всего, группы, монгольской, потому что в Бурятии, в Калмыкии очень плохо с родным языком, в Мариэл еще так более-менее, но вот в Мордовии уже сложно, в Удмуртии тоже все. И мы понимаем, что эти театры частично играют уже свой репертуар на русском. У нас все-таки, слава богу, мы до такого не дошли. Но это не значит, что мы, если не будем сегодня предпринимать определенных шагов, что мы не скатимся в эту яму тоже. Нас просто пока больше носителей, поэтому у нас есть еще время, понимаете. Это время можно потратить на то, чтобы горевать над несчастным татарским народом, который вот когда-то был великий, а вот сейчас не великий. Мне кажется, можно как-то более продуктивно потратить это время. И таким образом, может быть, предохранить нацию от исчезновения, от вымирания, от того, от чего предупреждал там Гаяс Исхакинас и ряд других. Вот. Поэтому, конечно, учат языку. Ну как без языка, понимаете? Язык — это основа всего. В языке закодирован очень мощный смысл. Мы иногда не понимаем, что слова, помимо конкретного их смысла, да, они еще несут какой-то глубокий смысл, связанный с подсознанием, связанный с какой-то музыкальностью, с мелизматикой национальной речи. Тогда вот коснемся вопроса северо-западного диалекта башкирского языка. Действительно ли Мы, это... мы можем коснуться юго-восточного аспекта юго-восточного диалекта татарского языка. Понимаете, ну как нам, так и мы можем, понимаете, просто, никто всерьез не воспринимает во всем мире работы этих башкирских ученых. Это все, конечно, бред сивой кобылы, да, и серьезный ученый. Это просто не попадает в серьезный наукооборот, понимаете. У этого нулевой индекс цитируемости, если это и цитируют, то только как некое, понимаете, в рамках рассуждения о некой маргинальной мысли, философской, исторической. Вы понимаете, язык, ведь самое главное, это менталитет, да. Ну, попробуйте сказать жителю Актаныша, хоть одному, что он северо-западный башкирин. Ну, он пошлет вас в лучшем случае, да. И какой смысл пытаться доказать, ну как можно искать там какие-то древние корни, хотя и здесь все непросто. Но тем более говорить о языке, о том, что мензелинские татары говорят вместо «the», ну, ребят, это как бы такой детский сад, штаны на лямках. Невозможно перекрестить татарина просто так в северо-западного башкирина. Это так не работает.
Скажите тогда, что формирует национальную идентичность? Вот сейчас есть такой феномен, как русскоязычные татары. Вот скажите, человек без знания родного языка, может ли он полноценно себя ощущать представителем той или иной Всё-таки нации? как казанский татарин, родившийся, ну, живущий всю жизнь в Казани и учившийся в Ленинграде, в Петербурге, и, в общем-то, понимаете, родившийся в определенное время, да, в середине 70-х, в общем-то, я, конечно же, скорее выучил родной язык, нежели чем он был впитан мной с молоком матери, потому что я говорю лучше своих родителей на татарском, говорю и пишу. Но это их заслуга, потому что они, когда была возможность отдать меня там в английскую спецшколу, они все-таки отдали меня в татарскую школу. И это был осознанный их выбор. Я тогда многого не понимал. Понимаете, детям вообще до определенного возраста не свойственно себя как-то ассоциировать с кем-то, значит, с какой-то нацией. Но это рано, понимаете? Это должно какое-то национальное сознание, но возникать все-таки позже. Так вот, для меня самое главное — это национальное самосознание, разумеется. Конечно, язык очень важен. И язык, конечно, нужно знать обязательно. Но минимум, с которого начинается просто желание изучать язык, и мы же не должны этих татар, которые сегодня плохо говорят, с акцентом, ну, в общем, неправильно строят предложения, может, мы не должны как-то... Я вот застал так, ну вот я застал, когда пытались, в начале 90-х, на самом деле, очень много, не просто русскоязычных татар, про них уж вообще разговоров нет, очень много русских пытались овладеть татарским языком, но, к сожалению, тогда было все устроено так, что над ними чуть ли не смеялись, над их произношением. Программ нормальных не было, все было построено на грамматике. Я вот, честное слово, я пишу без ошибок на русском и татарском, но я, как сказать, я ни одного правила не помню до сих пор. И никогда это мне было не важно, потому что я всегда много читал. И Да. просто у меня визуальная память, и я не делаю ошибок, даже пунктуационных, практически. Для овладения разговорным языком, а для того, чтобы язык функционировал, он прежде всего должен быть даже не языком литературы и театра, он должен быть языком товарно-денежных отношений, юриспруденции. Элементарно в транспорте тебя спросили, на какой остановке по-татарски, да, ты выходишь. Ты ответил, даже если ты не татарин. Понимаете? Вот тогда язык живет. А все остальное как бы... Ну и театр, конечно, это более живое существование языка. Естественно, театр, нормальный театр всегда учитывает, понимает, что у него он театр всего татарского народа, да, а у нас есть и такие люди, и сякие люди, и надо как-то вот тянуть, все-таки повышать вкус зрительский, вот. А по поводу русскоязычных, ну как вот, ну, понимаете, сегодня этот пласт просто культуры невозможно не замечать. Эти люди, они считают себя татарами, они действительно татаро-ориентированные татары, да, они пишут на русском языке, играют в спектаклях на русском языке. Есть разные там среди них, есть там как бы Гузель Яхина, но есть там Шамиль Диатуллин, есть, например, да, Эльдар Абузяров, есть Альбина Гумерова, ну, куча людей, на самом деле, десятки писателей. Я бы на месте наших тоже таких очень национал-патриотов, я бы не стал как очень сильно там бороться с этой тенденцией, наоборот, как-то старался бы, чтобы они чаще переводились на татарский, чтобы у них, у того, у кого есть, значит, стимул, желание, чтобы они как-то переходили, может быть, в своем творчестве на татарский язык, и уж точно не расставались бы с татарскими темами. Мы должны понимать, что нам сегодня дорог каждый татарин. Мы должны понимать, что нам дорог каждый. Вот эти татары, да, они, может быть, русскоязычные, но изменятся условия, они, находясь в условиях вот Другой среды все равно придут в нет, итоге, не да? то, что другой среды. Они могут дать вполне себе татароязычное потомство. Сложись, В будущем. сложись по-другому немножко условия. Мы должны работать на то, что эти условия изменялись. Разумеется, в законотворческом, разумеется, в правовом поле. Но мы должны работать над изменениями некоторых законов. Мы должны лоббировать свои интересы. И при этом понимать, что, ребята, ну сегодня, да, ну, по самым скромным подсчетам, 7,5 миллионный народ, половина из них, как минимум, да, она не татароязычна. Но эти люди почему-то при переписях населения, они называют себя татарами. Поэтому ставить во главу угла сегодня, очень, вот понимаете, здесь вот мы находимся на такой вилке, на таком вот, нам очень важно соблюсти баланс между сохранением, развитием татарского языка, что непременно важно, абсолютно важно, но при этом с пониманием того, да, что язык это не самый главный фундамент при всем при этом. Это самый важный инструмент, но зиждется все равно национальное самосознание на других вещах. А для этого нужно что? Понимая о том, что есть такие люди, русскоязычные татары, ну как, нужно обязательно переводить, по крайней мере, классиков на русский язык, на другие языки. У нас это совершенно, у нас работает это хаотично.
У нас это нет государственной программы, к сожалению. Я очень долго над этим бился. Нужно переводить современных авторов. Через современных авторов придут к татарской классике. Татарскую классику мы вовремя не успели перевести. Это если говорить о языках, скажем, Европы, Азии, Африки, да, Латинской Америки. Почему? Потому что все в капиталистическом мире так устроено, а все-таки мир у нас большей частью капиталистический, и даже в Китае, хотя он такой социалистический, устроено похожим образом. Издателю важно публиковать живого автора. Чем никому неизвестного, к сожалению, нам нужно признать свой промах по части пиара своей культуры. Сегодня главным пиарщиком татарской культуры, ледоколом татарской культуры является татарский театр, безусловно. Именно благодаря ему, ну подумайте сами, сколько раз номинировался театр Камала, сколько у нас золотых масок. В этом году номинирован, значит, Альметьевский театр, который до этого был, Буинский театр, Атнинский театр участвует в каких-то программах ведущего российского фестиваля, в других фестивалях. То есть, понимаете, это бренд. Татарский театр, я сейчас даже не говорю только театр Камала, вот и другие театры. Весь татарский театр работает над популяризацией, пропагандой татарского языка и культуры. Денис Рауфович, спасибо вам большое за ваш оптимизм, за такое подробное интервью. А это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы стал театральный критик, куратор специальных программ театра имени Галяскара Камала Нияз Рауфович Игламов. Бик зор рахмет сізге. Сау Өзіңізге болыңыз. рахмет, сау болыңыз.